Кудымкарский район – административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Пермского края. В районе 277 населенных пунктов в составе 6 сельских поселений, одно из которых – Ёвгинское. Здесь, в деревне Межуево, находится сельскохозяйственный и производственный кооператив «Колхоз имени Кирова». Сегодня в колхозе трудятся 230 человек. Люди преданы своей работе, ведь это нелегкий труд. Есть возможность пройти практику на производстве. Хозяйство существует с 1935 года. Колхоз прошел долгий путь развития. Раньше это лошадь, суха, борона, люди. В войну работало хозяйство, поставляли продукцию, хлеб, молоко, мясо. Сейчас хозяйство работает, есть производство, есть работа. Основные виды деятельности организации – это разведение молочного, крупнорогатого скота и производство молочной продукции. Также колхоз занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур для заложения семенного фонда, изготовления корма животным и на продажу частным организациям. Сегодня общая посевная площадь в колхозе составляет 6254 гектара. Хозяйство выращивает традиционные культуры – пшеницу, овес, ячмень и рожь. При выполнении работ в поле не все зависит от техники и работников. Важную роль здесь играет климат. Зависит, конечно, от погоды. Если погода благоприятствует, то, значит, зерно получаем где-то от 15 до 20 центнеров с гектара. Прошедшие года, значит, 3 года очень неудачные были, дождливые, 7 центнеров упала урожайность. Тот год, значит, был благоприятный, а этот год весна затяжная, получим хороший урожай. Работа на поле – это трудоемкий процесс. Здесь все проходит поэтапно и в фиксированные сроки. Закрываем почву, чтобы почва не выветривалась. Далее пойдет культивация, и после культивации посев. После посева у нас идет работа по уходу за растениями, мы пробарануем, прикатаем. Следующая процедура у нас в хозяйстве идет кормозаготовительная. Осень, сезон уборок, и мы приступаем к уборке зерновых. Корма – исходное сырье для производства всех видов животноводческой продукции. Таким образом, растениеводство и животноводство имеют прямую взаимосвязь. Из однолетних культур в колхозе составляют зеленый корм для молочного крупнорогатого скота. Составляем зеленый конвейер с зоотехником, и по зеленому конвейеру, там сколько надо гектар, мы сеем однолетние культуры. В однолетней культуру у нас входит пика, овсяная смесь. Если убрали рожь на зеленый корм, значит мы по ржи уже сеем рапс, тоже на зеленый корм. Сегодня в пользовании колхоза 54 единицы техники. В целях экономии возникла необходимость сократить количество тракторов. Все оборудование, в том числе автопарк, играет важную роль для сельскохозяйственного предприятия. СПК «Колхоз имени Кирова» применяет технику отечественного производства. Автопарк долгое время служит предприятию. У организации пока нет возможности приобрести более качественное оборудование. В основном техника у нас отечественная, в основном 150 МТЗ, это белорусское производство. Кировцы, импортных нету. Основной вид деятельности предприятия – производство молока. Продажи идут на молочный завод в город Кудымкар. Поставки молока мы ведем в город Кудымкар, СКПК «Молокопарм» у нас там фирма такая есть, в эту организацию. Ежедневно где-то 11-12 тонн. ОАО молоко там перерабатывает и поставляем, значит, в первую неделю, значит, где-то возим 26-28 тонн. Остальные продукции в городе и в близлежащих населенных пунктах. Идет на расхват в основном масло, сметана, творог. В составе СПК «Колхоз имени Кирова» 3 молочные фермы. Есть отдельный телятник, родильное отделение. На фермах установлены автоматизированные механизмы. Применяется технология доения коров на линейных установках с молокопроводом. На сельскохозяйственном предприятии содержит 2000 голов крупного рогатого скота. Из них 900 голов – это дойное стадо. Здесь выращивается галштинская черно-пестрая порода коров. Средний показатель удоя на одну фуражную корову составляет 15 литров в сутки. На фермах в 2 смены трудятся квалифицированные специалисты. Каждый выполняет свою функцию. Здесь работники ведут хороший уход за крупнорогатым скотом. Кормит у нас скотник. В первую смену у меня работают 4 доярочки. Одна доярка на первой фазе, вторая доярка на второй и на третьей фазе тоже одна доярка. Доярка только в основном доит.
и выпускает коров на прогулку. В производственном кооперативе «Колхоз» имени Кирова не всегда хватает рабочих кадров. Молодые люди уезжают в города, старшее поколение выходит на пенсию. Есть сложности с качеством техники и финансированием. Несмотря на такие сложности, производство общими силами успешно развивает отрасли растениеводства и животноводства, держит качество молока и мяса на высоком уровне, остается востребованным на своем рынке.